Поэтому настоящая драма, чтобы не назвать трагедией гагузского народа, заключается в том, что существует кардинальный разрыв между капитальными интересами гагаузов как сообщества этнического и его политическим классом, который претендует, что он будет, так сказать, реализовывать интересы этого гагузского народа. В действительности он предал гагузский народ. Он замкнулся на том, что ему очень выгодно. А зачем мы будем там учить государственный язык, гагаузский язык? Мы знаем русский язык, и нам русского языка достаточно для того, чтобы грабить собственный народ, набивать собственные карманы, использовать там различные схемы и прочее, прочее, устраивать своих детишек куда-то получше. Посмотрите на ваших, так сказать, башкаров, где они живут, куда они... Ни один не живет в Гагаузии, да, какой у них, так сказать, достаток материальный и прочее, прочее. И вы сразу же увидите, воочию убедитесь. Хотя по этим критериям можно судить им по молдавскому политическому классу. Здесь единицы людей, которые делали политическую карьеру, как, например, Александр Машану, который был председателем парламента и который был, так сказать, чрезвычайным авторитетом в политическом поле Республики Молдова. И когда ему предложили квартиру в престижном доме и прочее, сказал: нет, я не для этого стал председателем парламента. Я остался жить в своей профессорской квартире, там на Академической улице, в трехкомнатной хрущевке до конца дней своих. Но эти случаи единичны. А в действительности мы живем в государстве. А знаете почему? А потому что мы, избиратели, не будучи нацией, не будучи целеустремленным сообществом, мы позволяем нашим политикам издеваться над нами так, как они издевались на протяжении всех этих 30 лет. Мы, в принципе, мы, избиратели, так сказать, виноваты в том, что влачим это жалкое существование, потому что не можем своих политиков заставить, чтобы они работали на наши интересы и на все сообщество в целом. И поэтому мое видение, и я ее пытаюсь в силу своих скромных возможностей проповедовать в нашем пространстве информационном, мы должны стать сообществом, которое объединяемся на основе исторической правды, на основе нашей истории, то, что тянется из прошлого. И, естественно, только это может нас нацелить на настоящую цивилизационную модель развития. Все остальное – это от лукавого. И мы платим дорогую цену за то, что забываем собственную историю, забываем собственных предков и пытаемся сейчас создать какое-то искусственное образование, которое называется молдавское государство. Молдавское государство, в принципе, должно было еще тогда, в 91-92 годах, сделать решительный шаг и довести до конца процесс национального освобождения из колониального рабства, в котором мы жили с 1812 года.